здесь мы работаем и отдыхаем. Это у нас балетные, они живут в театре, потому что у них действительно очень много. Вы знаете, как специфика вокальная, она в том, чтобы беречь голос до определенного момента. И поэтому, конечно, мы несколько реже бываем. У нас урок-то, может быть, 40 минут, 45 минут пения, потом уже надо голос все, чтобы отдыхал. Наше основное место работы – это уже сцена, уже, так сказать, репетиционный зал. Вот. Ну, здесь у нас уроки происходят иногда, вот готовимся к спектаклю. Вот сегодня тоже через несколько часов это гримерка превратится в такой небольшой улей, где будет все жужжать. Найлепшая мужчынская роля у спектаклі оперы узнагароду атрымлівае. Узнагароду атрымлівае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Станіслаў Трыфанаў за выкананне ролі Грознога ў оперы «Царская невеста» Миколая Рымскага-Корсакова. Национальный академичный Великий театр оперы и балета Республики Беларусь. Я думаю, что Римский-Корсаков был бы счастлив видеть такого исполнителя на сцене. Он писал свою великую оперу вот именно для такого Грязнова. Так на Прости меня за каждую слезинку, за каждый стон, за каждый вздох твой, Марфа. Я щедрою рукою заплачу. Это, пожалуй, действительно самый большой страх артиста – забыть на сцене текст. И самый страшный сон. Знаете, кошмар певца, когда вам снится, что вы, допустим, знаете один дуэт из оперы или арию только, там начало, первые такты, а дальше ничего не знаете. А вас уже зовут на сцену, вперед! Вот, поэтому слова, ноты всегда с собой, чтобы немножечко еще схватить, успеть перед выходом. Сегодня у нас немецкий язык. Вообще, конечно, гораздо легче петь и учить, когда ты хотя бы, скелет языка, так скажем, знаешь немножечко. Потому что когда, вот, допустим, для меня немецкий, итальянский и английский языки, они живые, потому что я на них, так сказать, более-менее сносно общаюсь. Не пропаду, так скажем, в стране. Но вот французский язык для меня немножечко, вот когда я учил Эскамию, когда я учил Самсона Далила, они были для меня немножко сложны, потому что вот, не так я его знаю, хотя... Как говорят, знаете, когда знаешь 2-3 европейских языка, хотя бы немножечко, то уже остальные, они уже примерно похожи. Там, структурой своей, какими-то вещами.
были всякие случаи. Вот, например, допустим, в Чаосан, опера есть такая Чаосан, там, ну, есть ансамбль большой в конце, и, так сказать, идет какая-то музыка, там симфоническая, много музыки симфонической. И я со своим Пинкертоном, это, ну, герой-тенор, которого я уговариваю все-таки, так сказать, ну, жениться, значит, на Баттерфляй, как-то не бросать ее. И мы с ним вот сидели о жизни, разговаривали, заговорились. А в этот вечер, оказывается, решили симфонический кусок немножко сократить. Нас не очень предупредили об этом, видимо. И вот мы сидели, разговаривали, и вдруг так в тишине, в паузе мы услышали, что уйдет уже музыка, когда мы присутствуем на сцене. Ох, как мы бежали, как мы бежали. Ну, всякие бывают курьезы. В Ливерпуле, например, у меня лошадь обкакалась на сцене. Да, это был большой успех, очень успешный спектакль. Правда, вот «Кармен» спектакль. И там, вот сказать, вот эта вот компания, которая приглашала, устраивала, они не верили, наверное, в силу оперы, и поэтому украшали ее всевозможными, ну, там, какими-то гончими псами, какими-то породистыми собаками, орлами, рыбками, всевозможным антуражем, в общем. И в одной из опер в «Кармен» принимал участие конь. Звали его Родриго. Он снимался в фильме «Гладиатор». Это было написано на всех афишах, что называется. Он был чуть ли не центральной фигурой этих гастролей. Англичане довольно чопорные, надо сказать. Они принимают всегда довольно спокойно. И тут вдруг хохот, какие-то похлопывания, так какие-то вот в зале. Я, ну, прям думаю, наверное, я сегодня дал, уж меня так принимают. Но все оказалось гораздо проще. Когда мы сделали с моим конем верным вот круг по сцене, я увидел, что, ну, так сказать, лошадь, она ведь не думает о приличии, о том, что это театр, сцена. И вот случилось то, что происходит, так сказать, с лошадьми, ну, обычно в таких ситуациях. Может, переволновался Родриго. Вот. В общем, он обкакался. Прямо на сцене все это дымилось. Хоры, естественно, уже девочки и подруги «Кармен» не могли спеть ни одной фразы, все смеялись, боже ты мой. Но финал был, ну, самым, наверное, так сказать, смешным. Я более смешного на сцене никогда не видел. Когда показался Хозе, предстояла такая, ну, трагическая развязка, трагическая сцена. И между ними была эта, так сказать, дымящаяся вот эта вот куча вот навоза. И «Кармен» спросила его: «Это ты?» И он ответил: «Это я». Ну так, «c'est toi, c'est moi». Так прописано у Бизе, что поделаешь. Ну, в этом месте уже спектакль можно было заканчивать, уже все. Уже никто не мог слушать дальше его серьезно. Зайчик австралец, я на девок, я на девок, я на девок, молодец. Да, ну уже написано, что нельзя заходить. И мы так, да, у начальства тут все серьезно. Чтоб не поехала эта штука. Осторожно. Ну вот, собственно говоря, рабочее наше место. Сцена Большого театра Беларуси. Да. Манящее и страшное одновременно это место. Это битва, что
concetto di dissi. Ora ascoltate, poveri ascolto. Andiamo, incominciate. Как у нас тут? Все хорошо? И ты тоже попадешь в кино. Ничего, лиха беда начала. Бог не выдаст, меня не съест, все будет хорошо. Часа будет или нет? Миша Ну, говорил, да, говорили, Четыре? ждем вызова, нам да. уже надо корабль выкатить еще. Я бы, честно говоря, с ним с удовольствием прошел бы еще. Там чуть ли ты не новый. проходила. А у них там и новый состав, и мы так в Черне прошли, но без декорации. Без. Надо, конечно. Нет, надо на лодке-то пройти, все хоть как-то вспомнить. Ну, нам обещали, потому что тоже он половину, ну не половину, но так много переставил. Театр не заканчивается нигде. Он так начался с входа. Везде у нас. Quel sacrificio sarà del vostro amore, d'un'opera così nobile sarete figlia d'allor. Sì, sì, sì. Conosco il sacrificio Sarete figlia io consumai d'amore. d'allor. Sarete figlia d'allor. Premiato il sacrificio, sarà del vostro cuore. D'un'opera così nobile, sarete figlia Сегодня утром у сына был утренник еще в 9 утра. Мы успели еще насладиться его этими скачками, прыжками. Умиляешься, конечно, умиляешься, что говорить. Сыну 4 года, дочери 14. Здравствуйте, не бойтесь, это снимают тут кино. Здравствуйте. Про нашего мальчика. Про вашего мальчика снимаете, про нашего любимого снимаете много фильмов. Вот. Вот тут у нас. Автомат покажите Да. людям. Все натурально. О, да. Ой, извините. Моя дочка, когда была маленькая, она сюда приходила всегда, ну это было лет 5-7 назад, да? В волшебную комнату приходила моя дочка, и здесь, когда мы с женой были заняты оба, на сцене и в репетиционном, с нашими девочками она оставалась, и все эти вот лошади, все пистолеты, театральное дитё наше росло здесь. Скоро младший будет сюда ходить. О! Смотреть спектакль нужно все-таки из зала, потому что, чтобы все эти вещи превратились вот в реквизит, необходим специальный свет. Знаете, вот интересное наблюдение, что натуральные вещи, настоящие, не так хорошо и выгодно смотрятся на сцене, потому что расстояние убивает их. Поэтому, ну вот, театр предполагает грим, да, на лицах у актеров, и какие-то бутафорские костюмы, декорации с таким, ну, гипертрофированным немножко воплощением, для того, чтобы это производило впечатление со сцены. У зрительного зала, простите. на старости ветку хлебнуть маленько. Эй, меду поскорей, вот это дело! Благодарю.
вот здесь превращают, так сказать, обыкновенных людей уже в артистов. Ну, по крайней мере, с внешней стороны. 90 рублей за пару. Держать нужно так. Глаза, какая женщина. И поднимайте курок. И целитесь, вытяните руку, потом вот этим пальцем нажмите эту штуку. И больше ничего. Цельтесь не спеша, старайтесь, чтоб не дрогнула рука. Ничего, что ты. Художник наш главный. Поехал кататься. Цепляй здесь, цепляй. Стоп! Стой! Ну, вылезла или что? Осторожно. Ребята, у вас станок съехал. Корабль обратно. А еще, знаешь, когда... Они же без марки, они же вручную. Да еще станок Вручную, вручную, туда, да, вообще да. пихнуть. Ну, такие, которые вчера стояли, эти большие. Они, кстати, так удобно, они здесь, вот, знаешь, их не видно. Это у нас в некоторых спектаклях мы используем тюль, который натянут перед сценой. И благодаря ему видеопроекция приобретает такой объемный эффект. То есть и на переднем плане, и по всей сцене, видите, и на заднем плане там у нас грандиозное такое зрелище. Вот. Из зрительного зала очень эффектно получается, действительно. Вот. Немного крадет у нас звук, но эффект получается действительно очень впечатляющий. А это важно. Вы дальше куда-нибудь? Техпогон? Блин, сейчас позвони 2110 этой самой... 2110 Ростовой. Позвони, скажи, чтобы всех послал из класса, чтобы не тусовались там. Все время валяются. Вспомни, на видео то же самое. Ты понимаешь, вот там мне за ней пробегать, там вот за ней, в этом платье ее. Оля! Или нет? Или давай. Так что мы делаем? Саунд. Чек. Мы просто здесь... В прошлый раз они поехали вообще быстрее, например, в каком-то месте. И тут уже пришлось бежать. Ничего это не делать. Вы хотите просто положить его, да? Нет, попробуй. Раз, два. Вот этот.
mir wird einer kommen. Хватит уже петь. Радость забвенья, этих сомнений, тайна продления ярких мгновений. В этом чистом, в этом лучистом, в этом искристом золотом вине пью за свершение наших желаний и исполнение наших мечтаний. Сердце мне, друзья,